Вон перья идут, ребят. Просто не было времени на съемку. Сейчас куда-то упал он недалеко. Самец. Так. Это, ребят, здесь он. Вон он. Живой тоже. Ё-моё. Улетит, не улетит потом. А, доходит. Не доходит. Умирает. Вот он, очередной самец. Короче, сам дошел. Знаете, вот я шел, что-то не свистел, просто думаю, тихо буду идти. Потом увидел на дороге рябчика, из-под ног тоже взлетел рябчик, взлетел и сел на дерево. Потом уже не видно, вот не видно, чтобы стрелять, не до камеры. Если буду возиться с камерой, он вообще в упор сидит. Потом, короче, он перелетел на другое дерево. И, перед тем, как перелететь, он меня заметил, начал уже все, думаю, сейчас оттолкнется и улетит хрен пойми сколько. Я быстренько манок взял в зубы и, в общем, держу. Потом начал он нервничать, этот рябчик. Я немножко посвистел, и он немножко отвлекся, наверное. Ему стало интересно. Перелетел на другое дерево, и за двумя березами опять не видно. Щелина есть, десятки веток там, короче, не до выстрела. Потом снова он перелетел. Я начал свистеть, думаю, он начнет нервничать сейчас. Свистеть начал, как самочка. И он перепрыгнул на другую ветку, на чистое, вот так вообще идеально. Я в оптику смотрю, и все конкретно видно, что он самец там. Выстрелил, и он от пули как-то, знаешь, вот как будто оттолкнулся. Как будто вот снизу ему ударили. И оттолкнулся, и он так упал. Но он, видишь, как живой еще был. Но пули, ранений я не увидел. Не знаю, куда пуля попала. Вообще, это второй рябчик, который вот без крови, без раны такой вот. Вообще, не знаю. Самое главное, добыли. Отлично. А то я уже прилично много прошел, и рябчиков что-то совсем мало. Ну и охота уже сколько длится там. Охотники ходят, тоже свистят. Ладно, я еще схожу где-то с километра, наверное, там чай попью и развернемся и обратно будем уже идти. Вот. До топора, где рябчика оставил, до туда дойду, потом уже пойду по лесу, не по дороге. Не стерпел, поискал, куда я попал, думаю. Ну вот, ребят, рано. Прям 10 из 10, в общем, в яблочко. На расстояние метров 25, наверное, было, может. Не больше. Ну, попал, куда прицеливался, прям точно. И видите, как он еще живой был. Насквозь ему через сердце, через легкие прошло, и рябчик еще живой. Так и они, птицы, на рану как-то. Поэтому и бывает под ранком улетают. А попал-то вообще идеально хорошо. Вот. Вон он. Увидел, блин. С руки надо было стрелять. На березе сидел. Вот тут прям недалеко. Пока из кармана вынул эту видеокамеру, вот так. Вот так, ребята, и отвлекает видеокамера. Вообще в упор он сидел. Ну вот я шел так. Вот выстрела от рябчика добыл.
50 метров прошел, а здесь очередной, оказывается, сидел. Ну так, проморгал. Хотел вам быстро поснимать, и не получилось. Есть. Любопытный. Так, надо забрать. Здесь можно чай попить. Самец вот так сидел он. Куда попал, интересно. Ну, точно в цель тоже. Прям 10 из 10. Самец тоже, вот смотрите. Отлично. Неплохо. Пару штук тут рябчики есть еще. Надо чай попить. Прямо елка. Здесь, наверное, чай попью. Потом уже дальше буду свистеть. Выстрел громкий был. Обедаю. Скромный обед. Чашка чая там. Сегодня чай у меня. Дальше яйцо и хлеб. Вот так, ребят. Сейчас, короче, свистел. Тут минимум еще 5 штук их. На манок не будут они подлетать. Здесь надо хитростью брать. Внимательно смотреть и ходить. Может, удастся добыть. Я, в общем, свистел, смотрел прямо, слева, справа. Один рябчик сзади меня прилетел. Потом видели. Он так смотрел на меня. Удалось добыть. Ладно, сейчас я посижу тут молча. И пойдем дальше. Над головой, оказывается, улетел. Что-то я думал подальше. Или может двое. Ну, короче, один отсюда дернул. Шляпень. Высоко, блин. На елке не увидишь. Я с берез смотрю, там, может, на березе где-то. Улетел. Короче, развернулся. Моя стратегия не сработала. Ну, из-за того, что там в ельнике просто нереально увидеть. Тут еще вот рябчики есть, но здесь, если я ее увижу,
Я выстрелить не могу, там паутина, реально. Там столько веток, подсада, березы. Не, пойду, пускай, как сказать, если удастся, другие охотники будут добывать или же перезимуют остатки. Надо идти. Бесполезно туда заходить. А я подлетать не подлетают. Ну, сегодня получилась у меня охота по первому снегу. Вот, пожалуйста, падает снег. Я тоже весь в снегу. Такой полусырой такой, но терпимый еще. Потому что не такой сырой, как вот бывает, когда в теплую погоду снег пойдет, и он в одежду попадает, моментально растает там. Сырой станешь. Но это, конечно, тоже сейчас все будет таять на тебе. Но интересно. Вот сейчас рябчик, конечно, они будут сидеть под елками там. Шансов остается мало, что я где-то их еще увижу. Ну, как получилось, ничего не поделаешь. Кто его знает. Идти еще много. Километров 7, наверное. Так что шанс еще есть. Упал. Чисто сработано. Самое главное сейчас найти. Фу-ху-ху. Погода ухудшается. Шансы тоже как бы один есть. Один шанс был. Так. Вот, это и осинья. На осине кормился. Странно как-то. Блять. Так. Сыро. Ходить сейчас. Спиной мне сидела. Вот слышно еще птица где-то. Так. Ну вот осины. На одной из осин сидела птица. Короче, не нашел. Рюкзак оставил. В общем, хожу. Сейчас на дорогу еще выйду. По-новому зайду потом. Мои следы. Сейчас посмотрю, откуда стрелял. Вот я нахожусь на месте, где я откуда стрелял. Вот. Или на березе он. Мне казалось, что он... Ну-ка дайте еще. Может тут он... Мне казалось на осине, а может на этой березе. Вот на этих двух березах может быть. Ребят, может чуть-чуть ближе он был. Я далеко ушел и под осинами смотрю. Так, одна береза, вторая береза. Может он где-то тут. Сюда надо уже смотреть. Или вон там. Точно или нет это. Вон он, ребят. Вот. Ага. Вот он. По-новому зашел, посмотрел. А я искал
У меня где-то рюкзак. Где-то, может, чуть-чуть дальше. Вон там. А рябчик-то здесь, поближе он был. Ух, вот это разворошило его. Капец. Все кишки наружено. Капец. Пол тела улетело. Ё-моё. Каждое попадание разное, ребят. Я вам сегодня 2 раза уже показывал, там, как иголкой прошивает пуля. А здесь все кишки наружу вышли. И он, оказывается, ближе. Я дальше, сразу дальше пошел к осинам. А он на березе чуть-чуть ближе был. Ну все, удалось добыть. Я не ждал, конечно. Вот, как сказать, шел, свистел. Сейчас снегопад сильный был. И, да, я думаю, посвищу. Потом откликнулся. И просто на авось. Думаю, если на березе увижу, нет, так нет. И неожиданно, вдруг, случайно вот так посмотрел, и на открытом месте рябчик сидит. Потом в оптику смотрел, включил камеру, вынул камеру, включил камеру. В оптику смотрел, он кормится. Даже и не подозревая, что он под прицелом. Потом выстрелил и попал. Я думал, он чуть дальше, и я прицел взял на дальнее расстояние, или чуть-чуть пуля нижит, или я не знаю. В общем, попал и попал. Отлично. Надеюсь, не последний. Идем дальше. Так. Первоначально вон там искал. Где-то хрен пойми где. А, вон он рюкзак. Вот на этих осины. Дальше еще сходил я к тем осинам. Думаю, что-то у меня глаз обманул меня. Он вот тут. Вон он. Рябчик, шмапчик. Тут еще один свистит, но от подсада очень много. Но все равно схожу по пути. Хотел еще туда зайти, но, ребят, не стану. Что-то далековато они свистят. 2 штуки есть еще тут, но оставляем. Давайте, не будем жадничать. Пойдем в другой раз. Сейчас я вот кишки убрал. Там, короче, эта пуля, видать, немножко касательно прошла. Правое крыло разбито и спинная часть с правой стороны. Такие дела. Чуть-чуть у меня правее. Ну, это мой косяк, ребят. Это даже, знаете, вот вы прицеливаетесь, оптику, ружье не так держите, и в оптическом прицеле полумесяц, так называемый, появляется. Это все надо смотреть. Если все это забыл про этот полумесяц, месяц, у тебя пуля будет идти влево, вправо, вниз, вверх. Не так все просто охотиться с оптическим прицелом. Ох, как непросто. Новичок будет делать сотни промахов, пока научится, пока привыкнет к оптическому прицелу. А потом уже с оптическим прицелом, конечно, очень хорошо охотиться тем людям. Вон там сойка. Тем людям, как я, кто носит очки. Без очков, с открытого прицела, можно сказать, вообще становится очень тяжело охотиться. Сойка не улетает. Что он там она нашла? Что-то активно ест. Вредитель тоже, будь здоров.
ничего такого я не вижу, но так азартно ел. И все плывет без оптического прицела. Блики на мушках. А с оптическим прицелом как-то, ну хоть видишь, куда прицеливаешься. Вот. Ну вот так рассказывая, показывая. Иду потихоньку. Дорога дальняя. Еще идти ого-го. Иду не спеша. Спрятался под елкой. Ребят, такой снегопад сейчас начинался. До этого солнце выглянуло, все ясно становилось. И потом с западной стороны опять такая туча идет. И снег пошел, блин, валит и валит. Короче, все, наверное, охота сегодня. Ну вот сейчас я от дороги отойду и срежу где-то километра полтора, наверное, пройду по лесу. Во-первых, тут есть пару штук рябчиков. Без свистка буду идти, может где-то увижу их. И еще вот у меня здесь топор. Вот рябчики, которые вот здесь у меня висели на палке. Палку также оставлю здесь. Конечно, забуду, что она у меня тут стоит. А вдруг еще будет охота, если что-то можно найти палку. Палки эти. Рябчики, если будут, повесить. Начал уставать немножко. Что-то сегодня силы у меня куда-то меня оставили. Ушли. Прям сегодня вот или от погоды, или я не знаю от чего. Перемена погоды все давит и прям не по себе. Вот, ладно, сейчас пойду до избушки, потом сперва до мототрицикла, а потом на трицикле уже до избушки поеду. Одного рябчика поднял, он там на тех елках был, он туда куда-то улетел. Ребят, отсюда надо быстро ушумкаться, выйти. Здесь старая вырубка, оказывается, далеко еще идет вон туда. Весь путь такой вот, смотрите, ельник и подсад. В общем, пока не поздно, я лучше обратно выйду на дорогу, вон там недалеко он. Метров 200, наверное, прошел. Вот, смотрите, тут делать нечего. Тут ты просто будешь сырым, промокнешь, а толку я не вижу от этого ходьбы. Вот это уже как бы старая вырубка. И смотрите, какие березы вышли. Елень, береза, вот пни старые. Очень-очень давно здесь госпромхоз работал вроде. Лес вырубали вот тут, смотрите, пни. Вон тут стоит, вот за этими березами, мой трицикл. Рюкзак там оставил. Я увидел чагу. Вот она. Чага сейчас буду забирать. Между прочим, немало тут. Дерево живое. Ух, тяжелая чага, хорошая. Так. Опачки. Еще один. Нормально тут оказалось. Достаточно много. Опа. В общем, сейчас я переоденусь. И еще вон туда съездим. Там у меня с утра чага оставлена даже. Нычка такая. Вот.
все сырое, надо было не закрыть полностью тентом. Что-то не подумал. Не туда встал. Немного. Нету здесь чаги вообще. В основном елка тут растет. Берез мало. Вроде ничего не забыл. Все. Погнали. У этой техники нет такой беды, что он куда-то застрял. Грязный только становится каждым днем больше и больше. Наколенников я еще. Теплее. Каракат заезжал в избушку. Догадываюсь, кто это может быть. Печка еще дымит. Вот это дубак. Что-то холодно. Ладно, сейчас выгружаюсь
И греюсь. Греюсь. Солнце скоро сядет уже, блин. День прошел. Ладно. Сейчас полный газ дадим. Тепло будет. Такие дела. Сразу не заметил, ребят. Ну вот. Почему мы сюда заезжали? Это мой пристрелочный станок самодельный, который я делал. Вот. Знакомый пристрелял оружие, и он занес. Вот. Все сам это приваривал. Тут так он выглядит. Но есть видео, если кому интересно, там, пишите, я отправлю видео, как все это я делал. Вот. Ну, видать, постреляли и привезли. Вот. Такие дела. Сейчас это я уберу в кладовку. У меня там на кладовке была. Сейчас в кладовку уберу. Так, ну что, рюкзак это оставляем. Рюкзак занесу и куртку я еще занесу. Избушку. Пусть немножко подсохнет. Топор надо оставить. Топор надо оставить. Так, ладно, разберемся. В общем, ребят, решил я погреть кашу. Быстренько на сковороде погрею, нормально покушаем. И уже дальше что-то делать. Сейчас лодка спустилась. Какой-то охотник, наверное, все. Сезон закрывает тоже. Вот. Ну, опа. На растительном масле. Там подписчик мне написал один. Говорит: Олег, когда будешь греть кашу, добавляй этот, что он сказал, воду. Так что попробуем, можно и добавить. Рисовая каша, зеленецкие, хорошие консервы тоже. Жалко, сейчас тушенки нету, что-то давно уже я купить не могу. Вот такая рисовая каша, очень много мяса тут. Ну, курица. Можно со свининой тоже, но я стараюсь брать с курицей. Вот. Дорога дальняя еще домой. Да и тут еще бензопилой надо мне поработать. Так что лучше я нормально покушаю. Нормально, сытно. Чтобы наесться и не думать, что вот ты голоден. Желудок будет просить: дай жрать. А я вот сейчас нажрусь. И он будет спокойно молчать. Так вот. Вот, пустые банки, ребят. Постоянно я собираю в мешок. У меня нет такой привычки сейчас, чтобы куда-то кидать в разные стороны. Вот сюда. Здесь много банок. И бывает, пристреливаю оружие потом с этими банками. Примерно такие дела. Все, отдыхаем. Где-то лебеди. Где они? А, вот они, ребят. Что-то мало их. 3 штуки только. Крупные. Бедолага от Сталина, она от стаи. Совсем мало через нас пролетела птица. Это, наверное, тоже отделились как-то от клина. Да. Не повезло им. Ну, дойдут. Время есть еще. Успеют до зимы. Каша готова. Нагрелась. Вот такой вид. С водой, ребят, действительно работает. Спасибо тому подписчику, кто мне посоветовал добавить немножко воды
когда греешь кашу, баночную я имею в виду, она становится мягкой. Мягкой. И греть намного лучше. Горячий. Тут еще яйцо надо съесть. И кашу. Ребят, совет хороший. Имейте в виду. Добавляйте воду. Не только растительное масло, но и воду. Каша становится мягкой. Вкуснее. Лучше идет. Вот. Давайте немножко поговорим о сегодняшнем дне. Потому что сейчас я съем кашу, потом поработаю и уже там особо болтать не стану, уже поеду домой. Вот. Как вы знаете, я сейчас вернулся со второй избы. И когда возвращался, я сказал, что приеду сюда на охоту. И это у меня получилось. Сюда приехать, поохотиться. Я думал, охота сегодня будет такая слабенькая. Уже почти, 2 недели прошло. Больше, конечно, больше 2 недель прошло с той охоты, когда я приезжал тоже сюда, на рябчиков. Тогда я добыл 9 рябчиков вроде бы. Сегодня, если не ошибаюсь, 5 штук получилось. Но, знаете, вот, были моменты, когда я не видел рябчиков. Взлетали, не успевал стрелять, и поэтому, может, так получилось, что меньше. Ну и были также промахи. Вот. Я считаю это удачной охотой, почему нет, там, нормально. И по количеству рябчиков, вот в прошлую охоту я приезжал, вот поохотился, и сегодня, если сравнить, то количество рябчиков как будто не убавилось. Хотя там тоже охотники, там, я думаю, тоже добывали рябчиков, и все равно рябчики еще остались. И после меня сегодня еще остались. Потому что я обратно шел вот после того, как выходил со старой вырубки. Буквально я там прошел 100-200 метров по дороге, и из-под ноги еще один рябчик взлетел. Прям вот 5 метров от меня был, там, возле дороги. Взлетел и как-то летел прямо и резко так повернул и сел. Буквально там метр, наверное, от поворота там елка. Не увидел я. Ну, да нереально там увидеть. Потом еще мелькнул он, взлетел, вроде сел и не сел. Надоело, потом думаю, пойду. И, короче, дальше пошел. Еще вот с утра, где я видел рябчиков, там еще свистел, но эти рябчики как-то перелетели вглубь леса очень далеко. Там слышно еще было. Парочка там слышно было. Может и больше их. Кто его знает. Вот. Еще я вам показывал, озвучивал, показывал места, недоступны для охотников, чтобы добраться до птицы. Это нереально. Бывает промах из-за того, что вот эти ветки мешают. Много не надо. Одна веточка, стержень от ручки, вот паста, так называемая, или как она называется, стержень. Буквально там 3 миллиметра и все. У вас, но это более убойно, а вот до звука он вообще попадает, и он сразу рикошетом в сторону летит пыль. И сегодня вот такие моменты тоже у меня были. Ничего не поделаешь.
непробиваемые такие вот ветки. В принципе, нормально. Следующий поход в планах у меня снова съездить, сходить, как получится, до второй избы. Так что продолжение промысла у меня вторая часть будет, как я и говорил. Обязательно съездим, сходим. Надеюсь, получится съездить. Хочется, просто душа просит еще туда съездить, посмотреть. Будет ли разница, что вот мы с собакой охотились, и сейчас вот уже самая глубокая поздняя осень, разница будет, нет, там птица появится или нет. Стоит, не стоит там поздней осенью еще туда ходить. Надо это разведать, чисто на разведку схожу. Что возможно, съезжу. Если получится, я переправлю трицикл на другой берег на лодке. И там, что возможно, я поеду на трицикле. Трицикле, в принципе, дорога должна быть, для него должна быть. Не на всех техниках, конечно, доберешься, но это, думаю, куда-то довезет меня. Что возможно. Я не скажу, что от дома до прям до избы, но это нереально туда не попасть ни на чем. Хотя бы что возможно я поеду и оттуда уже пешком пойду. Все равно как бы не такое расстояние, как вот мы с Туланом ходили. С другого места уже. Риск благородное дело. Попробую. Если получится, получится. Если нет, так нет. Значит, не дано. Но этот транспорт, трицикл SR 32 Life Pro, называемый, просто я вот такое наслаждение от моих покатушек, от этой техники я еще не получал. Я просто получал удовольствие. Я не знаю, как это озвучить еще я могу. Самое главное — одежда. Вот, одеться надо от коленей. Вот я теплые штаны сегодня одевал, но все равно как будто чуть-чуть прохладно по коленям. Надо вот что-то еще теплее, чтобы колени не отморозить, не простыли, чтобы колени. А лобовое стекло защищает, очень защищает, прям вот, что одет, мне это хватает. А вот колени как будто на улице. И это надо что-то вот еще подумать насчет этого. А в остальном, я не знаю, кому что по душе. Вот сегодня показывал знакомого соседа Лешку. Он вот купил каракат. Многие покупают каракаты, многие покупают еще какую-то технику. Кто-то чисто на лодочном моторе катается. А я нисколечко не жалею, что он у меня есть. Что вот я купил, решился и купил. Вот зимой я вот просто случайно вот я увидел видео. И вот решился и купил. Просто вот этот кота в мешке можно там было взять. Я не знал, что покупаю. Допускаю, что будет. Я по видео поверил тем видео, что я посмотрел, и я поверил этим видео, и вот решился и взял, и езжу. Снимаю вам фильмы. Все. Мне нравится. Все мне нравится. Ладно, каша остывает, ребят. Вот это я хотел сказать, что сегодняшняя охота тоже как бы неплохая. Посмотрим, что будет дальше. Ладно, надо есть. Делать свои дела запланированные. Никто не будет делать мою работу.
Вот так. То, что вот, скажем, по избам, если поговорить, ну, гости придут, переночуют. Они не будут ремонтировать печку там, утеплять избушку, менять венцы. Дрова не будут заготавливать на целый год. Это все ты делаешь сам. В прошлом году мне понравилось то, что вот здесь отдыхали, городские приезжали. Я не знаком с ними, но то, что вот оставили, это, конечно, очень положительный знак. Уважение к хозяину. Продукты оставили много. Я не скажу, что я нуждаюсь в этом. Я могу купить пачку макаронов и килограмм сахара и бутылку водки там, но все равно приятно. Не то, что вот я вот оставляю здесь в коробке, и есть человек, который заходит и все, что плохо лежит, просто забирает и уносит. Есть такие люди. Ну, ничего не поделаешь. Люди разные. Кто-то оставляет, кто-то уносит. Всегда так было. Значит, он нуждается в этом. Свои деньги, конечно, лучше потратят на водку, а потом по избам пройдут, где-то что-то находят. Но их заставляет так жить. Жизнь. Не надо судить, в принципе. От этого никто не застрахован. Никто. Сегодня есть, завтра не знают. Не знаешь, будет ли. Обалденная каша получилась. Мягкая. В прошлый раз я жарил, суховато получалось. А на воде вообще самое то. Все чисто, аккуратно. Давай, изба. До новых встреч. И поехали. Немножко приятно там отставлю. Все закрыто. Тут загрузился вот так. Закрыл тендом. Просто едем. Больше, ребят, сегодня уж снимать ничего не стану. Вот такой фильм получился. Слепляет немножко. Немножко поохотился. На улице холодно. Прям все замерзло. Там еще вода осталась в ведре. Надо еще ведро не забыть вылить. Как я буду обратно ехать, снимать не стану. Вы уже видели, как ездит и как едет трицикл. В общем, ждите новые походы. Надеюсь, получится съездить еще до второй избы. Ну, как будет, буду снимать, показывать. Вам только остается смотреть. Всем спасибо. До новых встреч. Всем пока. Я поехал домой. Сейчас еще ведро опрокину и все готово. Чуть не забыл. Все во льду. Вон там уже корочка льда образовалась. Короче, сегодня заморозка у нас.
просто так лебеди не улетели. Все, пока-пока.